Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Мария Сунхалырова и Михаил Эверстов. На календаре сегодня 19 апреля, пятница. И в сегодняшнем нашем выпуске мы поговорим об онкологии, а точнее о том, что рак – это не приговор. Именно так мы обозначим тему сегодняшней беседы. Общественное движение «Антирак. Поддержка выживших» объединяет людей, переживших рак, и их родных. Наши волонтеры организуют встречи и беседы со специалистами для непосредственной помощи, улучшения психического состояния и эмоциональной поддержки больных и их близких, которые страдают не меньше, чем сами больные. Главное в это время – не оставаться один на один с коварной болезнью и замыкаться в себе. Наоборот, надо общаться, делиться своими тревогами, встречаться. Мы вместе поможем друг другу в излечении и реабилитации после лечения. Пора объединяться. Вместе мы сильнее, и нам легче победить недуг. Подробности на сайте antirак-ekt.ru. Сегодня у нас в студии Катерина Кларк, координатор пациентского движения «Антирак», Надежда Иртюкова, равный консультант этого же движения, и психолог Надежда Васильева. Если у вас есть вопросы нашим специалистам по этой теме, смело звоните нам в студию, задавайте их. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии прежний 32 00 66 и 32 11 66. А также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру +7 411 232 00 66. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рады вас видеть в нашей студии. Якутяне уже наслышаны о вашем пациентском движении «Антирак», но давайте все-таки напомним и расскажем вкратце историю этого движения. Ну, начало нашего проекта берет свое начало с 2018 года. В этом году, точнее в том году, в 2018 году состоялась презентация книги «Настанет день» Алексеевой Капиталины Капитоновны, и где она сама рассказала свою историю борьбы с онкологией, поскольку она сама является онковыжившей. И эта тема была поддержана, значит, сообществом медицинским, и, соответственно, как бы вот было предложено начать этот проект. Капиталина Капитоновна сама стояла у истоков, она является и автором, и на данный момент и руководителем этого проекта. Основная цель нашего проекта – это социально-психологическая поддержка онкопациентов и их близких. То есть люди, которые заболели онкологией, которым поставлен диагноз, значит, их семьи, вот они являются как бы нашей, ну, скажем так, целевой группой. То есть мы именно помогаем им. Ну, я знаю, что ваш проект неоднократно выигрывал гранты главы, и также вы вошли в число топ-1000 сильных людей России. Пожалуйста. Сильных идей. Сильных идей, да. Пожалуйста, об этом расскажите. Да, вот, ну, получается, что мы уже работаем в нашем проекте 6 лет. В первые года, в самом начале, конечно, все очень так тяжело мы раскачивались. Тема такая достаточно табуированная, тяжелая. Люди очень стесняются, многие скрывают. И поэтому, конечно, поначалу нам удавалось, ну, вот мы прилагали очень большие усилия для того, чтобы вообще раскрутиться, для того, чтобы люди к нам пошли. Вот, ну, в первое время мы, конечно, вообще работали практически вот волонтеры, без всяких средств, без всего, вот просто свободное от работы время. Вот, но вот вот буквально начиная, наверное, 3 года назад, нам посчастливилось, мы, конечно, с первых лет начали подавать заявки, да, на участие в грантах, различных грантах и в президентских, и Эльдархана, но вот на наше счастье, вот в последние 3 года нам удается, мы подаем заявки, видимо, мы сами опыта, наверное, набрались, да, вот в написании заявки. И плюс, конечно, тема очень актуальная, она действительно очень востребованная. И благодаря этому, конечно, нам удалось уже, какой-то охват обрести, привлекать все больше людей и, конечно, помогать большему количеству людей, которые нуждаются в нашей помощи. И ваш проект участвовал в форуме содружества. Вот расскажите тоже об этом. В форуме сообщества. Да. В прошлом году действительно вот
вот, ну, он для нас был такой очень успешный в том плане, что, ну, для нас это было хорошее, большое признание нашего проекта, нашей работы. Ну, наш проект, он попал в топ-1000, это на федеральном уровне лучших идей, вот, и мы были выбраны для участия в форуме сообщества, который проходил в августе прошлого года в городе Якутске. Но это был федерального уровня, тоже организованная общественная палата. У нас был собственный стенд, значит, все участники проекта участвовали вот в нем, да, мы все вот выходили, стояли, подходили люди, ну, участники вот этого форума, мы со всеми вот общались, рассказывали о своем проекте, вот. И это, может быть, не сколько признание, ну, нашей работы, это, конечно, очень приятно, но, с другой стороны, наверное, это говорит о том, насколько это вообще очень такая нужная тема и нужный проект. Потому что действительно вот поддержка онкопациентов на психологическом уровне, чтобы люди не оставались одни, не замыкались в себе со своими проблемами, преодолели бы вот эту борьбу, да, вот болезнь. Это, конечно, очень важно. И поэтому вот я надеюсь, что мы помогаем и очень хотели бы помогать все большему количеству людей. И еще один вопрос по поводу ваших достижений. Да, я знаю, что вы заняли первое место международной премии «Мы вместе» в категории волонтера. Вот. Когда состоялось событие? Ну, это было тоже в прошлом году. Вот. Мы, в принципе, это был конкурс, он проходил несколько этапов, по-моему, начиная даже с зимы. И вот было, по-моему, 3 или 4 этапа. Мы прямо вот прилагали тоже все усилия, раскрывали, значит, описывали проект, о себе рассказывали. Потом, значит, конечно, у нас есть и сайт, и телеграм-канал, то есть мы информационно мы открыты, то есть можно прийти, посмотреть нашу деятельность, мы это все освещаем, о себе рассказываем. Ну и, видимо, вот тоже мы были на наше... Тоже было очень приятно получить такое признание, и вот мы стали финалистами этой очень такой престижной премии. Я вас поздравляю еще раз. Спасибо большое. А вот за эти 6 лет какие-нибудь результаты, реальные результаты вы видите? Ну, конечно, мы видим, потому что у нас в нашей группе есть люди, которые пришли к нам вообще вот с первых дней нашего проекта. Это 6 лет назад. И на тот момент людям только был поставлен диагноз. И они были с нами вот эти все 6 лет. Они приходили на наши мероприятия, на встречу с психологом, на встречу с онкологами, на арт-терапию и так далее. И мы видим, что люди, в принципе, победили болезнь. И они стали активными, они вернулись в общество, вернулись на работу. Но это самое главное для нас, что мы этим людям помогли. Катерина, вот вы говорите, да, что это табуированная тема, люди стесняются. А почему? Почему это происходит? Ну, вот, видите, это, наверное, психология человеческая, да? То есть люди, получив большой стресс, но на самом деле человек, мне кажется, получает стресс даже не во время постановки диагноза, а когда ему только даже вот начинаются обследования, да, то есть есть какие-то подозрения, и уже с этого момента человек находится в очень большом стрессе. И, наверное, есть какое-то, наверное, объяснение... Реакция на стресс. Реакция на стресс. Замыкается человек в себе, как бы защитный, видимо, свою какую-то функцию включает, и вот он старается как-то вот себя, наверное, сохранить, да, обезопасить. То есть таким образом. Но это же неправильно. Но это менталитет, мне кажется, наш, да? Якутский, и менталитет, и это тоже есть, да. Но я так считаю, что, наверное, это вообще правило, наверное, это все вот даже психология, наверное, это все как бы объясняет, да. Это естественная такая реакция человека. Сохранить, спрятать, не рассказывать, все-таки энергосберегающий режим. Вот, да. Чтобы не вызывать жалость. А на Западе, наоборот, принято об этом говорить. А какую сторону следует тогда выбрать, Надежда? Ну, я как психолог этого проекта и работая с самого начала, хочу сказать, что в этом проекте очень многие, те, кто в нашу группу входит, они обрели единомышленников, они обрели даже, в общем сказать, себя. Да? Много у нас очень активностей. И всегда важно, даже если это не онкология, любая какая-то сложная ситуация, если ты находишь таких же людей, которые переживают это, тебе становится легче нести твой груз. Что они тебя понимают, получается. Да, понимают, и потому что они все это пережили, да. Вот. Но действительно есть такая реакция, что человек замыкается, и до сих пор многие мои знакомые, которые столкнулись с этим диагнозом, они не хотят к нам приходить, они говорят, нет, я пока вот не готова, хочу сама пережить, и пока только родственники об этом знают, да. До сих пор, такие реакции есть, это естественно, да. Расскажите, а кто вот ваши участники вашего движения?
Ну, участники нашего проекта – это люди, которым поставлен диагноз онкология, которые находятся и на лечении в данном этапе, да, в активном лечении, проходят, может быть, химиотерапию, кто-то пережил, вот операцию перенес. Вот. Ну и те люди, которые и победили, только, то есть онковыжившие, которые все равно нуждаются в психологической поддержке, ну и в общении даже. Да, и у нас даже такое, родственники. И их, да, их семьи, да. У нас приходят, допустим, жены, или даже семейная пара у нас ходит, вот муж с женой, и друг друга вот так вот поддерживают. Я думаю, что, наверное, им даже легче, да, вот это все преодолевать и как-то вот переживать эти все, ну, может быть, такие нелегкие дни, да, вот, которые вот на данном этапе. Катерина, я вот не раз услышала от вас онковыживший, такой интересный термин. Только ли в вашем проекте, да, вы используете этот термин, или вообще он откуда пришел? Ну, вообще это идет, наверное, с Запада, потому что у них, да, терминология onco-survivors, cancer survivors, это выжившие. Ну, онковыжившим считается человек, которому только был поставлен, с момента постановки диагноза он уже считается выжившим. Вот, поэтому вот это, к нам этот термин как-то вот он, не знаю. Человек, который остался в живых, пережил даже уже, да. Вот принял этот диагноз, и он уже онковыживший. Онковыживший, да. Хорошо, я вижу, что вы пришли не с пустыми руками, с книгами. Расскажите, пожалуйста, о книге «Все лучшее впереди». Что вот в ней описывается? Я знаю, что истории больных, да, вот онковыживших. Да, вот благодаря тому, что вот у нас наша деятельность получает финансирование за счет средств гранта Ильдархана, мы можем себе позволить как бы делать, как сказать, печатную не продукцию, или материалы, да. Например, вот в предыдущем гранте в рамках предыдущего гранта мы опубликовали, составили вот такую антирак, это вот как бы такое пособие, да, брошюрка, очень полезная, передали онкодиспансеру, и тут вот советы такие вот, ну, такие очень простые, на таком доходчивом, простом языке. Ну, вот в прошлом году у нас вышла такая прекрасная книга «Все лучшее впереди». Она уникальна тем, что участники нашего проекта, 7 участниц, они поделились своими историями борьбы с онкологией, с раком, и написали. И это все здесь. Ну, помимо их истории, конечно, здесь очень много информации по психологии, по питанию, вообще по методам лечения. Это очень полезная книжка. И вот, конечно, тем, кто сейчас как раз преодолевает вот эту болезнь, она, конечно, будет очень большим подспорьем, потому что здесь очень много информации, и она заряжена таким очень, ну, такой полезной и нужной информацией. И вот именно история, я думаю, что, ну, будет интересно вот почитать. Заряжена надеждой, я думаю. Надеждой, да? Однозначно надеждой, да. Какую помощь конкретную вот, делает ваш проект? Вот, что вы делаете с вашими подопечными? Ой, у нас очень много мероприятий мы организуем, как говорится, сами себе придумали такое дело. Но у нас самое главное, конечно, у нас очень много в нашей работе уделяется психологии. 2 раза в месяц у нас проводится встреча с психологом. Непосредственно Надежда, она у нас с первых дней, вот. И вот это очень важно, потому что психология, это все идет от головы. То есть как себя человек настроит на борьбу, на преодоление, он так и как бы пройдет этот путь. Вот, поэтому для нас это очень важно. Помимо этого, конечно, мы организуем на нашей площадке, да, вот в рамках нашего проекта, мы организуем встречи с узкими специалистами, с врачами, с онкологами. То есть это проходит не в стенах онкодиспансера или больницы, а это в стенах прекрасного Национального художественного музея нашего партнера, где в непринужденной обстановке, значит, есть возможность задать вот вопросы по лечению, ну, на заданные темы непосредственно онкологам. Помимо этого, конечно, вот для того, чтобы, ну, хорошо преодолеть эту болезнь успешно, очень себя зарекомендовала и очень у нас пользуется большим успехом арт-терапия. Вот где мы приходим с удовольствием, мы рисуем, мы творим, творчество, полет фантазии. Мне кажется, все очень любят, да, арт-терапию. А как помогает арт-терапия в такой ситуации? Она, во-первых, успокаивает. Вот я туда прихожу, и пока я рисую, как бы я успокаиваюсь. Во-первых, мысли плохие все куда-то улетают. Вот соприкосновение. Тут у тебя и руки работают, и голова, наоборот, отдыхает от всяких этих. И самое главное, что вот человек, который никогда не рисовал, вот когда из-под твоих рук что-то выходит, у тебя прямо вот на душе
такой праздник, настрой, и мы все вот с этой арт-терапией идем с таким возвышенным чувством. И вот это вот как раз нам помогает взбодриться, поднять настроение. И вот это вот настроение, которое мы получаем на арт-терапии, оно нас потом даже почти, может быть, даже до следующих каких-то занятий нас оно поддерживает. Угу. Надежда, вот что вы можете сказать про арт-терапию и, может быть, еще какие-то другие психологические приемы? Ну, арт-терапию провожу не я провожу групповые встречи. Вот к арт-терапии хочу добавить, что через творчество человек успокаивает свои мысли тяжелые, когда руки чем-то заняты, действительно голова отдыхает. То есть эмоционально происходит, во-первых, разрядка. Человек свои чувства через свое творческое преображение вытаскивает, и с другой стороны он заряжается энергией и жизненной, и эмоциональной. И вот, как Надежда сказала, это очень такой большой эмоциональный подъем человек испытывает при любом творчестве. А при наших встречах у нас идет групповая такая работа, когда каждый имеет возможность выговориться. Кто-то говорит о своих проблемах и тревогах и заботах, кто-то делится своими радостями. И постоянно мы имеем такую возможность общаться, слышать друг друга, выговариваться. И кроме этого я провожу еще и какие-то практики. Мы работаем и с эмоциями, мы работаем с разными темами, мы обсуждаем фильмы, обсуждаем книги, мы выезжаем за город иногда. И вот по весне как раз у нас есть ритуал уже ежегодный. Выезжаем на ледоход. Собираемся даже. Да. Тоже и общаемся с природой. То есть со всех сторон мы, психологически это помогает людям как раз-таки сплотиться, объединиться. У нас есть уже актив нашего сообщества, люди, которые постоянно ходят, и постоянно приходят новые люди, и молодые, и разного возраста, мы всегда рады. И это вот помогает людям действительно как-то поддерживать. И многие говорят о том, что я до этого проекта даже жил как-то скучно. А сейчас благодаря проекту совершенно некогда стало там вообще как-то сидеть, страдать, грустить, и это здорово. Как люди реагируют? Я хочу вернуться к теме менталитета нашего. Рассказывать о своих страданиях, своих печалях в группе, или все-таки комфортнее это сделать наедине с психологом? Конечно, есть разные формы, и в индивидуальном, и в групповом есть свои плюсы и минусы. Но работа в группе, она чем хороша? Тем, что группа очень имеет мощный эффект поддержки. Когда ты просто на группу даже высказываешь какую-то свою проблему, и люди тебя слышат, люди тебя могут тебе что-то подсказать, да, потому что кто-то уже пережил это, люди приходят на разных этапах, те, кто только получил диагноз, и те, кто уже давно находится много лет в ремиссии, например, и делятся опытом, и могут благодаря этому оказывать вот такую очень глубокую, мощную, сильную, не только психологическую, но и такую моральную поддержку. И это очень важно, и в этом есть ценность групповой работы. Угу. Я когда готовилась к нашей беседе, читала во многих интервью, в том числе Капиталину Алексееву, о том, что сама операция, по онкологии, она стоит столько-то, в нашей стране ее можно сделать бесплатно. А по поводу реабилитации сразу оговаривается какая-то сумма. То есть получается, что в нашем государстве бесплатной реабилитации нет. Я права или нет? У нас то, чем занимаемся мы, это социально-психологическая реабилитация, фактически ее нету. Нет. Государственные программы же такой. Да, ее нет в тарифе, ее нету, да. Поэтому... Нет организаций даже, которые этим занимаются. Нет, кто бы этим занимался, да. Поэтому реабилитация идет на уровне медицины. А такой как социально-психологическая ее нет. Ее и нет. Нету. А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы появились эти специалисты? Надо этим заниматься. Нужно готовить специалистов, нужно разрабатывать какие-то программы, может быть, создавать центры реабилитации, где бы это все системно проводилась эта работа, такая многогранная, потому что это и психология, это и физика. Например, в рамках нашего проекта мы также проводим занятия по лечебной физкультуре. Это тоже очень важная часть, потому что организм, конечно, во время лечения он подвержен очень большим стрессам, во время химиотерапии и так далее. И лечение
лечебная физкультура, вот она непосредственно, конечно, облегчает вот это все, скажем так, тяготы лечения, да, то есть люди себя чувствуют легче, там уходят отеки, все-таки это суставы разрабатываются. Вот лечебная физкультура тоже очень важна. Но возвращаясь к творчеству, я хотела добавить, что у нас еще очень популярны занятия по керамике. По керамике, глинотерапия, потому что это тоже, опять же, вот это вот на тактильном уровне, тоже вот, видимо, процесс творчества, да. Вот это все уходит в глину, тоже очень вот наши любят это. Что ж, огромное спасибо, что вы делитесь с нами этой информацией, но я с вами не прощаюсь, потому как мы сейчас уходим на короткую рекламную паузу, вернемся буквально через несколько мгновений. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам. Добрый день. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о том, что рак – это не приговор. У нас в студии Катерина Кларк, координатор пациентского движения «Антирак», Надежда Иртюкова, равный консультант проекта «Антирак», и психолог Надежда Васильева. Не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 32 0066 32 11 66. И также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру +7 411 232 0066. Вопрос такой, Катерина, наверное, к вам, да, адресую. Работаете ли вы только в городе или, может быть, выезжаете в улусы? Ну, в рамках вот проекта прошлого года «Путь к исцелению» мы делали масштабирование, потому что вообще, конечно, люди же болеют онкологией не только в городе Якутске, они болеют везде. И особенно, конечно, наверное, более вообще тяжело это все переживать в улусах, в районах, где вот нет такого сообщества, да, и врачей даже, может быть, не хватает. И, конечно, нужны советы, нужно как-то вот общение. И вот в том году мы выезжали и, значит, масштабировали проект в Нюрбу. Вот. И в рамках этого, значит, масштабирования там были организованы вот в течение года занятия по арт-терапии, встречи с онкологом, встречи с психологом. В этом году мы планируем, если получится, конечно, выиграть грант, уже продолжить масштабирование, потому что это очень востребовано. И вот у нас наметились два улуса, это Намский улус и Хангаласский улус. Вот хотелось бы туда тоже. Так, расскажите, пожалуйста, что такое равный консультант? Надежда Семеновна, вопрос вам. Ну, равный консультант – это человек, который оказывает эмоциональную и информационную поддержку онкобольному человеку. И вот как бы это является такой вот социальной услугой, которая вот может помочь человеку вот в сложной жизненной ситуации. А чем конкретно он может помочь? Ну, во-первых, это, конечно, эмоциональная поддержка, потом, особенно на первом этапе, когда человек только-только узнает свой диагноз, и, в принципе, вот тут психолог, наверное, тоже скажет, что человек практически попадает в шок, он не знает, что вот делать и вообще что это такое. И тут вот, ну, врач, во-первых, у него и нет этого как бы ни времени, ни возможности сидеть вот рядом с этим человеком, ему объяснять, что это такое. Ну, обратиться к родным, иногда мы, бывает, их и жалеем, потому что мы же видим, они тоже переживают, они нам пытаются помочь. Это первое. И, во-вторых, ну, родные наши, как они не знают, что это такое. Но вот если вот человек, допустим, даже ничего не пробовал, вот мы у него спрашиваем, вот там, какой по вкусу там личи или еще что-то, да, вот я его никогда не пробовала, я не могу сказать, какого он вкуса. Точно так же человек, который сам не перенес вот онкологическое заболевание, а равный консультант, это обязательно должен быть человек, который сам находится в диагнозе. Который пережил это. Да, который пережил, или как бы, ну, даже, может быть, в это время проходит лечение, но должен обязательно быть знаком с этим диагнозом. И такой человек, конечно, естественно, он может помочь человеку лучше, потому что он сам пережил это, он знает, что в это время вот, человек переживает, и какие, может быть, слова вот могли помочь ему пережить этот момент. Поэтому вот такая эмоциональная поддержка, она вот людям нужна, и вот равный консультант как раз может это дать. Ну и второе – это информационная поддержка.
зачастую, даже начиная с простой маршрутизации, иногда люди не знают, вот они получают диагноз, потом куда идти, что делать, с чего начать. И тут вот как раз тоже равный консультант, он может ему подсказать и сказать, вот буквально разложить по полочкам, алгоритм его действий. Также мы можем помочь подсказать, какие документы необходимы для того, чтобы, значит, получить инвалидность. Ну и также вот есть такая возможность, так как вот я являюсь, и вообще вот у нас еще второй человек есть, Ирина Мельченко, мы являемся равными консультантами фонда «Онкологика», и у нас есть такая возможность вот как бы помочь человеку получить второе мнение за пределами республики. Это в основном Санкт-Петербург и Москва. Также мы вот по вопросам маршрутизации тоже можем помочь. Если человек вот выезжает, допустим, в Санкт-Петербург или в Москву, и не знает, вот в какую клинику со своей нозологией, со своим диагнозом, значит, обратиться, то вот мы, как равные консультанты, у нас, да, есть очень большая база в фонде «Онкологика», мы можем подсказать, что вот именно такая клиника занимается вот вашей болезнью, и можно попытаться попасть туда. Вот. И, естественно, есть еще такие как, допустим, мы можем помочь найти рекомендации по питанию, по тому же самому, как легче перенести химиотерапию, что может при этом помочь, как питаться, какой режим дня соблюдать. Ну и, конечно, мы можем как бы вот рассказать о том, чем занимается наш фонд «Онкологик». Это начиная от, значит, даже получения помощи в транспортировке, там это такси, там, значит, по приезду. Вот я уже говорила, что найти какую-то клинику, второе мнение. Там же можно помочь получить и питание особое, значит, специальное. Также может помочь и продуктовая корзина. В общем, обо всем этом мы можем рассказать человеку, который может получить потом эту помощь от фонда «Онкологика». Угу. Вот интересно, да, вы сказали помочь человеку, который только что получил диагноз. А как правильно подобрать слова для этого человека, для его семьи? Вот какие слова нужно подобрать, что нужно сказать? Сложно очень, потому что я понимаю, что будет этим страдать не только сам больной, но и его семья. Поэтому вот у фонда «Онкологики» даже миссия такая – помогать взрослым и тем, кто о них заботится. Точнее, это и самому больному, и членам его семьи. Но тут, конечно, сложно, и все зависит от настроя самого человека, который к тебе обратился, и от его душевного состояния. Бывают люди, которые иногда даже вот как бы агрессивно настроенные, и очень много сил вначале уходит для того, чтобы его успокоить, а потом уже решать какие-то его проблемы, что его вот привело в такое состояние или что его на данный момент беспокоит. Но есть такие люди, которые обращаются чисто уже конкретно с какими-то вопросами, допустим, вот там, как оформить ту же самую инвалидность, да, с такими уже попроще работать, чем вот, а с эмоциональной поддержкой, да, но мы, в принципе, очень сильно отличаемся вот от работы психолога, потому что мы не действуем на сознание людей, мы действуем на их эмоции, на их чувства. Вот когда вот с ними разговариваешь, в первую очередь, вот лично я всегда думаю, вот что я переживала в это время я. Вот что вот было, вот человек говорит, и я сразу сравниваю с собой, вот как было у меня. Исходя от этого, это для меня чаще всего является вот такой отправной точкой. Как дальше разговаривать и вот вести беседу с таким человеком. Помогает это? Ну, в большинстве, да, но бывают такие случаи, когда человек все равно как бы не успокаивает, ну, вот, как бы не получает. Вот для меня вот, иногда бывает так, что вот я не достигла того, что вот хотела. Потому что человек очень часто вот, бывают такие вот, которые уходят в себя. Вот как бы вот... Замыкаются, да? Замыкаются, да. Они даже не слышат твои слова. Когда вот ты говоришь... Человек, он вот где-то там, он вот свое говорит, а прислушаться к тебе он уже не прислушивается. Ну вот иногда такие люди встречаются, и, можно сказать, часто встречаются. С такими, конечно, сложно Сколько работать. времени требуется вот на работу с такими людьми? Ну, в принципе, у нас консультация длится в пределах часа.
Потому что дальше как бы вот и человек устает, и равный консультант устает, и далее уже беседа как таковой непродуктивная идет. А сколько сеансов вообще требуется? Ну, как бы рекомендуется у нас вот как бы по правилам 5 встреч на одного человека за это время. Но если за это время человек не получил того, что он как бы хотел, то, естественно, можно продолжить и дальше. Но бывают такие случаи, что люди обращаются один раз, как бы получают ответы на свои вопросы, и вторично и они уже как бы не обращаются. Бывает такое, что они спустя какое-то время, вот поначалу они обратились, а потом спустя какое-то время они могут обратиться повторно, когда у них что-то уже другое. Вот, допустим, у меня была женщина, которая, ну, вот, узнав о том, что я проходила лучевую терапию, еще до того, как я стала равным консультантом, она обратилась ко мне, потому что ей тоже назначали лучевую терапию. Ну, я рассказала, что такое, как там, что делать, как там это пережить полегче. Потом она исчезла, и вот в прошлом, осенью она как бы повторно позвонила и сказала, что она хочет выехать за пределы республики. И вот конкретно вот попросила вот узнать, что, где и как она может получить. Ну, она, конечно, хотела вначале в Корею, но потом, правда, передумала. Выехала в Москву, Блохина. То есть обращаются на разных этапах, да, получается? На разных этапах. Есть те, которые уже проходят лечение, приняли и даже диагноз, приняли диагноз, уже проходят лечение, даже прошли лечение, и появляются, допустим, вот ко мне вот звонила знакомая, у которой сестра живет в деревне. Она пролечилась про этот, но она в последнее время очень сильно стала бояться то, что как бы не опять повторится рецидив будет. И она говорит, она все время вот буквально живет тем, что она каждый день прислушивается к тебе и начинает говорить: у меня тут кольнуло, у меня там стрельнуло, тут у меня заныло. И она ждет вот этого, говорит, вот как бы что она, и каждый раз она готова, и, наверное, у меня опять говорит, онкология уже перешла туда, перешла сюда. Есть такие, вот, которые вроде бы все благополучно. Надежда Юрьевна, вот вопрос тогда к вам, да? Вот как пережить вот эти моменты и чем конкретно психолог может помочь? Ну, во-первых, да, хочется сказать, что есть стадии переживания такого сложного диагноза. И даже если ты, когда просто узнаешь об этих стадиях, тебе уже как-то становится легче, потому что каждый эти стадии переживает. Эти стадии – это шоковая стадия. Первая, когда тебе только поставили диагноз, мир вообще переворачивается, он уже не прежний, и человек испытывает вот такое состояние, где он даже не понимает, что происходит. И это, да, ступор такой, может длиться от нескольких минут и нескольких часов до нескольких дней, эта стадия. Следующая стадия – это отрицание, когда человек не верит. Он начинает перепроверять, он начинает там пересдавать. Это ошибка врачей, нет, такого не может быть. Я, может, сплю, это какой-то страшный сон. Я отказываюсь в это верить, а некоторые просто реально говорят: даже нет, это не может такого быть, и я не буду ни лечиться, ничего принимать, и происходит вообще отказ, и, конечно, выздоровлению это никак не помогает. Следующая стадия – это агрессия, когда человек начинает искать виноватых. Но что же такое, почему же там, чаще всего, конечно, обвиняются врачи, потому что не вовремя там сам себя человек может обвинять, судьбу, там все что угодно, да, и таким образом он как будто пытается, себя спасти. Если будет виноватый, как будто это, как-то поменяет эту ситуацию, да, но психика наша так работает. Следующая стадия – это депрессия, через это тоже проходят все, кто-то в легкой степени, кто-то более длительно и глубоко, когда ты потратил на предыдущей стадии очень много своих нервов, ресурсов, сил, и у тебя нет сил дальше с этим бороться. И люди могут просто лежать в тяжелом случае, смотреть в потолок, и вообще никаких желаний, никакой жизненной энергии.
И когда ты знаешь, что это стадия переживания, да, и ты к этому уже относишься как-то спокойно, и ты понимаешь, что в этом состоянии, ну, я должен действительно быть в энергосбережении, и я должен копить энергию, и должен немножко выкарабкиваться, да. То есть отношение, когда ты знаешь об этом, совсем другое, чем когда ты не знаешь, тогда люди начинают очень сильно этого состояния бояться, начинают себя еще больше там винить, заставлять, а это, конечно, на депрессивное состояние еще хуже влияет. И после этого только человек приходит к принятию. Что такое принятие? Это значит понимать все риски, понимать того, что это серьезные заболевания, понимать то, что нужно проходить обязательно тяжелые физические, эмоционально, психологические и материально лечение для многих, да, и только так ты можешь прийти, ну, к нормальному образу жизни. И наша тема, что рак – это не приговор. К счастью, сейчас медицина шагнула далеко вперед, и медицина у нас в Якутске, в Якутии, она на таком достаточно высоком уровне, да, и по многим органам очень, ну, хорошее лечение у нас проводится. И, допустим, моя мама, она переболела в 2011 году онкологией, и сейчас она ведет вполне, ну, такой адекватный, полноценный, активный образ жизни. Она ни в чем себе не отказывает. Но периодически она проходит каждый год обследование. И, конечно, вот эти страхи, тревоги, они есть у всех, кто этим переболел. Да? Перед обследованием они все боятся, что это может вернуться. Повториться. Да. И есть вот это отношение, да, 3 вида отношений. Есть то, что некоторые начинают слишком уходить в эту болезнь, и вот я самый больной на свете человек, и начинают вот прислушиваться к себе, к каждому своему кашлю, недомоганию, и слишком преувеличивать влияние. И от этого, конечно же, ну, организм тоже начинает как-то под это подстраиваться. Да? Есть, наоборот, вот это нет, ничего страшного, я вообще там ничем не болею, да? Все само пройдет, и вообще ничего я не буду делать. Да? Игнорирование болезни, отрицание, это тоже никак не способствует. И 3-й вид – это адекватное отношение. Понимать, что да, я болен, это серьезное заболевание, но есть лечение, есть вот такой путь, который я должен пройти. И, пройдя этот путь, я могу, ну, сохранять достаточно такой полноценный образ жизни, да, и вот продолжать жить и радоваться жизни, и даже, может, больше, чем до болезни. А все ли онкобольные проходят вот эти стадии от шока до принятия? Все проходят, но у некоторых бывают какие-то стадии быстрее, короче, глубже, по-разному. У всех это происходит индивидуально, но все равно все... Что-то явно, что-то скрыто. Да, что-то легче, что-то Ну, тяжелее. реакция организма в любом случае там... Она индивидуальна же тоже, да? Каждый человек переживает индивидуально. Мы говорили сейчас о самих онкобольных, а что по поводу семьи? Вот как работать с ними? Семья, иногда близкие люди переживают даже сложнее и тяжелее, чем сам онкобольной. Потому что когда что-то тяжелое случается, мы не знаем, и когда это действительно первый раз, мы не знаем, какие слова человеку сказать, мы не знаем, а как к нему теперь относиться, вообще его оберегать полностью, ничего там ему не давать делать, или наоборот, делать вид, что он нормальный, и как-то к нему продолжать относиться как раньше. Вообще вот что делать, как к нему относиться, у очень многих есть у родственников вот такие вопросы. И, кстати, они вот ходят к нам и тоже могут получать и помощь, и вот ходить на все занятия и с психологами, и по арт-терапии. У нас есть такие, да, которые... Ну, то есть сам больной не приходит, а приходит его родственник. И он получает вот эту всю помощь, которую вот по нашему проекту мы предоставляем. И проецирует ее на своего вот родственника. Да? Родственникам обязательно тоже нужна психологическая помощь для того, чтобы они, во-первых, сами были в ресурсе, когда человек тяжело болен, то есть на них ложится очень большая такая нагрузка, и они должны уметь справляться сами с этим стрессом. То есть они переживают такой же стресс. И последний вопрос, очень кратко, как вас найти, если есть такой интерес у наших слушателей, телезрителей? Ну, на самом деле у нас есть веб-сайт antirак-ekt.ru, есть телеграм-канал тоже antirак-ekt. И если есть люди, которые хотели бы присоединиться, которые как раз переживают данный диагноз, они могут зайти на сайт и вступить в нашу группу. Спасибо, всего вам доброго.